Последний оплот малого бизнеса. Для кого-то товары первой необходимости – это способ нажиться. Покупателей становится все меньше, зато цены на некоторые товары растут как на дрожжах. Реакция в социальных сетях тоже не заставила себя долго ждать. Ведь теперь придется раскошелиться за лимон, который еще месяц назад стоил 30-40 рублей. Рублей платила, стоит теперь 80. Сколько стоит? 88 рублей, да. Такой же скачок произошел и на другие так называемые антивирусные или иммуностимулирующие продукты. К примеру, за чеснок сейчас придется выложить в среднем около 400 рублей, а за заморский имбирь в 10 раз больше. Вместо привычных 250-300 рублей – 4000. Эксперты связывают такой рост с тем, что овощ завозится из Китая и других азиатских стран, поставки из которых снизились. Но даже кусающиеся цены не преграда для покупателей. Хасан Чиджоев в Магасе живет уже 8 лет, и в этот магазин приходит регулярно. Заметно это лимоны подорожали еще. А вот насколько подорожали? На сколько рублей? Рублей на 50, наверное. А в целом дефицит чувствуете каких-либо товаров? Нет, дефицита нет. Дефицита нет, это однозначно. Однако такой скачок наблюдается не на все продукты. К примеру, в столичном супермаркете местная морковь обойдется в привычные 30 рублей. Примерно столько же стоит и местный картофель – 25-35 рублей. Что-то, конечно, да. Там лимон, имбирь, это да, само собой. А так особо здесь, во всяком случае, не почувствовал. Скачок цен на некоторые товары продавцы объясняют просто. Поставщики поднимают цены, а повышение закупочной стоимости, в свою очередь, вынуждает делать небольшую надбавку. Сами же торговые предприятия даже не думают наживаться на эпидемии. 5.03 Лахтимах. Дата, видите, вот стоит. 15.01 месяц, 20 число. Цена не изменилась. Она как стоит, такой цухан, а вот 5 пар Лахтимах. Поэтому цены абсолютно, ни одна цена у нас не изменилась. Вот видите, как они пришли. Новинка шхатьеч, новые поменяться. Мы давайте цены. Цены сдаться, даты меняться, но цены остаются те же самые. Вот как они шли, вот так они и идут. Примерно такая же ситуация и в Карабулаке. Ценники на самых популярных товарах – крупах, молочке, растительном масле и так называемом борщевом наборе – тоже остались прежними. Что можно сказать по мониторингу цен в городе Карабулак? Цены практически невысокие, как и были, остаются на том же уровне. Да, когда-то первоначально были от поставщиков поднятия цен, но они урегулировались и там с поставщиком, и здесь вопрос был решен. Решался между владельцами торговых точек и поставщиками. Этот вопрос решен. В данный момент цены нормальные. Жадность некоторых горе-предпринимателей зашкаливает за все рамки дозволенного. Пока одни сплотились в борьбе со всемирной эпидемией, другие на почве всеобщей паники все-таки решили нажиться. Радует лишь то, что таких меньшинство. Тамара Хшагульгова, Мейрбек Миржоев, Новости 24.